137 населенных пунктов. Уникальное явление для республики. Родина поэта Рашита Назарова и первого башкирского летчика Галии Шмурзина. В 80 километрах от Уфы расположился Аургазинский район. Здесь смешались разные культуры и языки, а жители муниципалитета гордятся его плодородной землей. Мы приехали снимать не фестиваль или праздник. Наша съемочная группа решила посмотреть и показать вам, телезрителям, как проходит обычный рабочий день главы района. Что является болью муниципалитета, о чем он может похвастаться, узнаем здесь, на Аургазинской земле. На оперативку мы не успели, но в администрации, как оказалось, есть на что посмотреть. Так, на первом этаже разместился фонд «Защитники Отечества». Встретили здесь Владимира, участника СВО. Не так давно видео с ним оказалось в соцсетях. Парень удивил и вдохновил многих своим умением не пугаться вершин. В какой-то момент тяжело стало уже. Думаю, раз полез, надо уже забираться до конца тут. Не то, что там перед кем-то, а перед собой будет стыдно как-то не залезть, для самого себя. Поэтому долез до конца, а потом говорят, что ты время рекорд побил. Здесь же трудятся для фронта серебряные волонтеры. Самый почтенный, 83, активистки просили помещение у главы. И теперь у сотрудников администрации нет буфета. Зато у этих пчелок есть место, где они плетут сети. Они приводят внучек, внуков, то есть дети тоже в этом участвуют, это тоже и воспитательная часть. Потом у нас дети с детских садов приходят, у нас мастер-классы мы проводим, приходят дети с колледжев, со школ приходят, и здесь у нас уже идет вот такой вот мастер-класс. Мы можем их даже, детский сад, когда приходит, мы им даже столы накрываем, чаем поем этих детишек. Выезжаем. Арслану Шагаридинову нужно посмотреть, как идут работы по самой фонящей теме для района – вода. В прошлом году муниципалитет буквально был обезвожен, а проблема была под ногами. Трубы, которые за годы превратились в дуршлаг. Наверное, эта тема вам пару седых волос добавила все-таки. Да, у меня лоб сидеет уже, но я считаю, что если к людям объяснить, действительно, откровенно, искренне объяснить ситуацию и почему так это происходит. И обычно просто выйти в народ и сказать, что сегодня ситуация такая, потому-то, потому-то. В принципе, народ это все понимает и принимает. Процент износа был 100%. Те части труб, которые демонтировали, в некотором месте, говорю, можно было просто лопатой пробить. Таковой лопатой, если сильно ударить, можно было насквозь пробить вот эту железную трубу, которая просто-напросто сгнила. Она превратилась в труху. Она превратилась в труху. Жалобы от жителей еще, наверное, пока есть. Поступают жалобы периодически, это самые отдаленные населенные пункты, вот уже на границе, я же говорю, на границе Давлекановским районом, но там тоже у нас есть планы именно по реконструкции, тоже будем реализовывать. А эту технику видно с трассы. Здесь строят дорогу. Большегрузы отныне не будут портить полотно в центре Толбазов. Новая дорога уведет их в обход райцентра. То есть они не будут уже заезжать? Нет, у нас были случаи прямо в центре Толбазов, там и ДТП, и переворачивались и техника и с сенажом, и со свеклой. Вы представляете, район сельскохозяйственный полностью, все, что идет в сторону Альшеевского района, все проходит через наш райцентр. Мы какую-то часть вот этого транзита мы сможем, конечно, отсечь и направить уже отсюда. Глава решил показать работу одного предпринимателя. Королева овощей, так сказать. Помидоры и огурцы здесь растут в открытом грунте. Раньше была небольшая теплица. Благодаря субсидии смогли развернуться в промышленных масштабах.
Первый год у вас стресс был, да, вот после затопления, Да, это, ну, холодной водой, здесь вода стояла долго, и стресс был, и там немножко на урожай, конечно, это повлияло. Руки не опустили, дальше продолжили. Муж тоже вовлечен, помогает, да, постоянно он здесь, и надо и на тракторе, и работает, и организовывает процесс. Поехали вновь в райцентр, в Толбазы. Вот два озера. Сверху они как знак бесконечности. Здесь ожидается большое обновление, которое превратит это скромное пространство в местную достопримечательность. Появятся набережная, пешеходные дорожки и зоны отдыха. Зашли через программу формирования комфортной городской среды. Планируют сделать это еще. 200-300 литров оно испаряет. Каждое дерево высасывает и испаряет. И поэтому, уже посоветовавшись с экологами, изучив действительно вопрос, вникнув, мы приняли решение полностью вырубить. Вырубили всю территорию и выкорчевали, и выровняли. В дальнейшем планируем, вот как на том берегу, видите, террасы хвойных пород. Да-да-да. Вот будем засаживать аккуратно уже хвойными породами. Центр села, как его сердце, забилось оно по-новому. Вот отремонтированная детская площадка. Да, не Диснейленд, но дети и мамочки счастливы. Эта площадка, она никогда не пустует, здесь всегда очень много народу. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну как дела? Нравится вам здесь? Да, нам очень нравится. Спасибо за такую детскую площадку для наших детей, где можно провести семейный вечер, после работы отдохнуть. У нас нет таких крупных градообразующих предприятий, промышленности как таковой, можно сказать, нету, кроме представленного кирзавод один. Два кирзавода, один, к сожалению, сейчас есть сложности. Район сельскохозяйственный. Но, несмотря на это, участвуя во всех программах, какие есть, мы умудряемся и строить, и двигаться, и развиваться. За неброским фасадом через дорогу скоро появится библиотека. Она тут и была. А то, что будет, уже совсем другая история. И как удалось реализовать это? Что это за проект? Первый этап, вообще, строительную часть, так скажем, подготовку за счет республиканской программы. Мы сделали ремонт. В дальнейшем мы зашли в федеральный проект. Это библиотека нового поколения, да, называется. Конечно, там львиную долю нам урезали из проекта, но все равно, в принципе, то, что осталось, мы сможем это реализовать. По поручению главы республики появится Чувашский центр, хотят построить креативное пространство, обновляют музыкальную школу. Здесь же находится МФЦ, тоже сделали ремонт, расширили площадку и стали лучшими на всероссийском конкурсе. Видим, что очередей нету, но, допустим, если я сейчас талон возьму, сколько времени пройдет, что у меня, допустим, чтобы Минуты 2-3, да. 2-3 минуты. Да. Будем брать. Испытаем. А вот этим объектом и правда удивили. Кстати, стадиона не было, но наши дети всегда выигрывали. В Москве по дворовому футболу первое место они заняли, привезли сертификат. Я это рассказал главе республики Раде Фаритовичу, но он сказал, что здесь нужен стадион. Последние штрихи, и Аургазы-арена откроет двери для спортсменов. Все работает? Все работает. Почему не включается? Наверное, с автоматом включится. Или для красоты повесили? Нет? Мы все проверяли. Молодцы. Нет, феном пользоваться смогут, как и полем, на котором тренироваться будут уже по-взрослому, хотя даже сейчас умудряются. Привезли футболисты из Волгограда 5-е место, а тренеру 76. Правда, выглядит он моложе. Егиттер мен надырадрак үйлештік. 5-ші орын, я считаю, по России 5-ші орын, это очень даже неплохо. 6 ойнадық, 5-сінде жеңдік. Беті оқшынымша. Именно Краснодар нам тяжело было, да? Олар профессионально заниматься. Мы тоже скоро начнем профессионально. Аллах веря. Вот же пары здесь сюда приезжают уже, гуляют, ждут, не дождутся. Детвора, ребятишки уже давно уже, с мая месяца уже здесь играют. Приветствую. Здравствуйте. Играть приехали? Да. Посмотреть на стадион. Смотрели? Да. Внутрь, жаль, нельзя зайти, да? Да. А вы недалеко здесь живете, да? Нет. Я где трехэтажка, там, где соус. Недолго ждать осталось. Скоро открытие. Месяц. Месяц можно подождать.
Да, и вот уже у вас есть первые гости открытия. Действительно. 8 августа приходите. С какими жалобами к вам обращаются чаще всего жители Аургазинского района? Ну, как я уже говорил, у нас есть болячки, это водоснабжение, ЖКХ. Зимой это дороги. Когда метели начинаются, очень много обращений по дорогам. За что чаще всего вас благодарят жители Аургазинского района? Ну, благодарят, как правило, когда мы справляемся с какими-то болячками. Очень, вот я же говорил, очень много обращений, допустим, по части водоснабжения, вот по таким объектам. Когда мы видим, что объект завершен, они, может быть, даже и не говорят об этом, но когда я вижу, как дети сегодня видели, играют, и глаза блестят, радуются, вот это самое главное. За годы работы и жизни в Аургазинском районе появилось ли здесь для вас любимое место? Ну, конечно, любимое место это, во-первых, это моя работа, администрация. Это мой дом, который я строю сегодня. Ну и весь район. И есть еще одно любимое место, но я об этом говорить не могу. Это, можно сказать, ваше место силы? Да. Что бы вы назвали брендом Аургазинского района? Но если это мероприятие, это вот наше брендовое мероприятие, это УЯФ, это игры на реке Уршак, это конно-спортивные игры ЭЛАК. В Заурале это есть, в других местах его нету. Еще из наших брендов, ну это флагман, я уже говорил, флагман агропромышленного комплекса. Это семинары по сое, и можно очень много-много-много перечислить. Пожелания жителям Аургазинского района? Аургазинский район всегда и во всем был лидером. Я призываю район сплотиться и удерживать эту планку и дальше. Арслан Шагаридинов родился в Учелинском районе, а 5 лет назад взял билет в один конец, бросив вызов поговорке «где родился, там и пригодился». А то, что ты находишься на своей земле, скажет не паспорт, а дела, которыми можно гордиться.